И Рада, я расскажу, и Радочка наша. Мы были в первые дни, у Рады трое сыновей. К сожалению, двое погибли. Мы были как раз с разницей пару дней, да. Мы были в первые же дни, как узнали. И у нее есть еще сын Бахрус, который сейчас находится на СВО. А? Да, и мы на связи с ним. В общем, живет здесь. Военный сын Бахрус, один, который остался. Младший, по-моему, да, он у тебя? Нет, старший. Он самый старший, и, получается, средний и младший. И Рада с нами в силе матерей и всегда на связи. Дай Аллах тебе здоровья, моя Рада. Девочки, давайте расскажите, мои солнышко, что потом получается, что я каждого биографии рассказываю. Как зовут? Меня? Да. Меня зовут Зайнаб, я тетя погибшего племянника. У меня еще два племянника там. Этот еще воюет с первых дней, считай. Этот старший племянник, он сам и военный. Младший, и вот который погиб, Шамсудин, они пошли добровольцами сами. Даже мы не знали ничего, когда туда приехали, только мы узнали, что они там, на Украине. Вот в прошлом году, 1 июня, погиб он. 10 дней мы его ждали, не могли вытащить его с острова Новая Каховка, там он погиб. И был разведчиком. И вот, что сказать. Дай Аллах вам здоровья. А с вами, вас как зовут? Это мать, Мама, да? это вот мать, которая воспитала этих троих сыновей. Их биологическая мать этих детей, когда вот младшему 5 лет было, бросила, ушла. И вот она 25 лет за этими детьми ухаживала, это все делала. После смерти сына, через 5 месяцев, брат тоже умер, инфаркт получил, не вынес это все. И вот спасибо этой женщине, которая этих детей вырастила. Они ее называют мамой. Вы, наверное, про нее говорили, Да, это вот про нее. Мы вас заочно знаем уже. Дай Аллах здоровья вам, моя Рада. Спасибо большое. У нас есть в гостях также, уже принимаем нашу семью, Мутазалиев Касам Гусейнов, отец с братьев Касам Гусейнов. Вы, наверное, помните, да, слышали? К сожалению, без супруги сегодня, но иншаллах, на следующее мероприятие мы вас уже ждем вместе с супругой, потому что здесь все родные герои, чужих детей, чужого горя не бывает. Имейте в виду, что все мероприятия, то, что мы проводим именно для того, чтобы как-то поддержать, помочь и дать понять, что вы не одни. В любом случае мы все уйдем. Потому что никто здесь не собирается оставаться, и никому не удалось остаться в этом мире. Но пока мы здесь поддерживать будем друг друга здесь, а когда уйдем, и когда нас спросят, что вы сделали, мы скажем, что могли мы сделали здесь, да? Поэтому очень рада, что вы сегодня с нами присоединились к нам. Можете рассказать о своих сыновьях. Очень жаль, конечно, что так получилось. Вы знаете, мои сыновья... Можно девочек? Мои сыновья работали по Сухану, вырабатывали себе надежду, так как мать и отец являются. Вы, наверное, волнуетесь перед камерой, да? Они в то время и в армию не брали, когда они копили деньги, чтобы военкомат отдать деньги и отвали. И так случилось, что их расстреляли 11 пуль младшему, 8 пуль старшему. И вот оставили вот так. Они отошли 4 метра вниз с дороги их, одели на них другие куртки и убить их детей стреляли еще раз, чтобы на куртках дети остались. И вот так за 10 минут расстрелял моих сыновей, и поскольку они сделали боевые.
А прошло уже, уже идет 9 августа будет 9 лет.